Да, доброе утро. Так, есть ощущение, что у Наиля просто не работает звук, а эфир-то, собственно, у нас уже начался. Доброе утро, дорогие подписчики. Сегодня 16 декабря 2025 года, и у меня для вас небольшой сюрприз. Дело в том, что помимо бесплатной работы журналистом на аспектах Республики Башкортостан, я также выполняю работу бесплатного скаута на аспектах республики. Вот как-то раз мне рассказали про такого прекрасного спикера, как Ибрагим Рабах, если я сейчас правильно все с ударением сказал, поправь Все меня. верно. Так, а почему я тебя не слышу? Все, теперь я тебя должен слышать. И, собственно, я посмотрел, что человек не с кем-нибудь, а с самим Леонидом Радзиховским делает исторические, общественно-политические какие-то проекты в Ютубе, и, собственно, мне стало интересно и вас всех с этим человеком познакомить, и заодно самому тоже познакомиться, поэтому попробуем поэфирить. Если все пройдет хорошо, то обязательно в каких-нибудь еще форматах вы этого человека увидите. Привет, Ибрагим. Привет, Женя. Так, ну, я думаю, что начну я, как сказать, с новостей, которые обычно у нас Руслан Валиев записывает. Собственно, эхо новости вчерашние вечерние за конец 15 декабря, собственно. США и ЕС договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, заявил канцлер Германии. По словам Мерца, гарантии схожи с механизмом действий 5 статьи договора НАТО. Он также назвал шанс на заключение мирного соглашения самым большим с начала войны. СБУ заявила о подрыве российской подводной лодки в Черном море. Субмарина, на борту которой размещены 4 пусковые установки крылатых ракет «Калибр», находилась в порту Новороссийска. Как утверждает СБУ, в результате удара морскими дронами Sea Baby она получила критические повреждения и фактически выведена из строя. Акциониста Павла Крисевича вновь отправили под домашний арест. Истринский городской суд Подмосковья арестовал его аж на 12 суток, сообщает группа поддержки. По какой статье назначено наказание, пока что не уточняется. Среди жертв воскресной стрельбы в Сиднее оказались граждане России. Об этом сообщил официальный представитель МИД Мария Захарова, уточнив, что погибшие постоянно проживали в Австралии. Число погибших россиян и их имена она не назвала. В результате теракта погибли 16 человек, включая одного из нападавших. Компания Wildberries стала владельцем парфюмерной сети Ривгош, пишет РБК. Сделка уже вступила в силу, ее детали не приводятся. Ранее в сентябре обе компании объявили о заключении стратегического партнерства. Владимир Путин подписал закон о доступе Росмониторинга к информации по платежам картами МИР. А закон также распространяется и на платежи с помощью QR-кода и через систему быстрых платежей. Он вступает в действие 1 сентября 2026 года. Ранее Росмониторинг мог получать информацию о платежах, лишь обращаясь к банкам напрямую. По подозрению в убийстве режиссера Роба Райнера и его жены арестован их сын, сообщает ABC News со ссылкой на полицию. Супруги Райнер были найдены убитыми в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным источников, причиной смерти стали ножевые ранения. После убийства дом был подожжен. Вот такие вот не самые позитивные новости. Однако снова мы слышим о том, что шанс на заключение мирного соглашения наибольший с начала войны. Ах, сколько раз мы слышали эту новость. Что скажешь, Ибрагим? Веришь ли ты в то, что таки случится? Нет, но все когда-нибудь заканчивается, в том числе
И Столетняя война закончилась. Она, правда, по-моему, через лет 116 закончилась, если мне не изменяет память. Но это не Столетняя война, хотя она уже скоро подходит по времени к Великой Отечественной. Вот 24 февраля 2026 года будет еще один очередной рубеж. Нет, конечно, я не верю в то, что в ближайшее время все это дело закончится, и на это есть вот что говорит за это и что говорит против этого. Если взвешивать эти параметры, то параметров, которые говорят за то, что она продолжится в ближайшее время, ну вот давайте возьмем там условный горизонт там, ну, до конца года или там первая половина следующего года. Параметров, которые говорят за то, что она продолжится, просто больше, чем тех, которые говорят, что она в скором времени закончится, вопреки желанию одного замечательного рождественского вашингтонского дедушки. Она будет продолжаться. Просто он захотел такой подарок, и все действующие лица должны изображать то, что они преподнесут ему этот подарок. Но они не преподнесут ему этот подарок, и самое главное, это сделать так, чтобы разочаровала дедушку противоположная сторона. Вот. Это отдельный сюжет, это сюжет, связанный с дедушкиными развлечениями, он к войне не имеет никакого отношения. Ну, так или иначе, это схоже обычно с моими мыслями, но я думаю, что какие-то прогнозы действительно сложно делать, что там они обсуждают с утра до ночи и как будущее ждет Украину, но тем не менее, конечно, надеемся, что, по крайней мере, стрельба, возможно, закончится в ближайшее время. А в комментариях меня уже успели насмешить. Софья написала: «Здравствуйте, Руслан и Женя». Потом себя поправила, написала, собственно, «А где Руслан?» Да, у нас сегодня другой ведущий. Я, собственно, думаю, что какие-то минуты можно выделить и попробовать, собственно, с тобой как-то познакомиться, чтобы ты рассказал немножко о себе. Ты у нас из Уфы все-таки. Мой выбор был не просто пальцем в небо найти кого-то гуманных взглядов, а, собственно, это связано еще и с твоим происхождением. Поэтому давай пока новости буду открывать, а ты немножко расскажешь о себе хотя бы. Кто ты, что ты. Да, я прежде всего уфимец. В Уфе я прожил всю свою сознательную жизнь. Что еще? Я закончил УГАТУ, закончил его неприлично давно. И как-то, как сказать, вся моя жизнь, вот она связана с городом Уфой. Я очень часто слушал и «Эхо Москвы», и даже «Эхо Москвы» в Уфе, и как-то старался смотреть на нашу внутреннюю уфимскую, ну, шире говоря, башкирскую повестку немножко отстраненно, то есть оценивая, просто потому, что я большое количество времени проводил во всяких поездках по стране, то есть у меня есть некоторое представление о том, как устроена Россия, чем отличается Уфа от других городов. То есть я, можно сказать, объездил всю Россию. Вот. И в 2021 году я завел вот свой небольшой YouTube-канал. Подписывайтесь, у меня есть 30 секунд, замечательная 30 секунд саморекламы, поэтому подписывайтесь где-нибудь, ссылку я оставлю. Вот, и на этом канале, сколько я уже его практически 5 лет веду, я ничего такого... И первый раз, когда я всерьез начал говорить о Уфе, это баймакское дело. Вот, точнее, баймакские протесты сначала. Ну вот, как-то вот так. Никогда до этого просто не приходилось обращать внимание на свой регион. И вот всегда приятно прийти, немножко окунуться спустя там сколько, 1,5 года эмиграции вот, в родные Березки, вот, в родную Уфу, пусть так дистанционно.
Да, да. Скорее бы, конечно, хотелось в Уфе оказаться лично, но наш статус иноагента, который прилепили и мне, и, собственно, Руслану Валиеву, оптимизма не внушает дополнительного. Так, что у нас в комментариях? Война начинается быстро, заканчивается долго, скоро война закончится. Но если брать в контексте существования всего нашего мира, я думаю, что, конечно, действительно скоро. Так, собственно, хотелось бы узнать, кто соведущий. Я думаю, что ваш первичный интерес я немножко удовлетворил. Все остальное со временем посмотрим, может быть, интервью удастся взять. А мы переходим к новостям республики. То, что там показалось интересным, забавным, трагичным и так далее и тому подобное. А первая новость, с которой хотелось бы начать, новость попроще. За деньги да, или, собственно, скандал на сцене оперного театра в Уфе. Собственно, что у нас такое? Во время премьеры оперы Джоаккино Россини «Сивильский цирюльник» в Башкирском государственном театре оперы и балета солистка исполнила песню «Инстасамки за деньги да» на итальянском языке под аккомпанемент оркестра. Премьера постановки прошла 12 декабря. Режиссером выступил Сергей Широков, режиссер телевизионных проектов телеканала «Россия», четырехкратный лауреат премии ТЭФИ. Ранее он заявлял, что новая версия оперы станет экспериментом с актуальными приметами сегодняшнего дня и нестандартными музыкальными и визуальными решениями. Телеграм-канал «Однажды в Башкирии» сообщал, что несколько солисток театра отказались от участия в постановке после решения режиссера включить в спектакль композицию поп-исполнительницы. Вот, например, знакомая многим такая инфлюенсерка и очень уважаемая мной, например, человек Екатерина Телина, она также высказалась такой резкой критикой этого решения. Цитата следующая. «Скорее всего, это объясняется попыткой привлечь молодежь смелым художественным приемом, креативным пиаром или желанием выстроить мост между прошлым и настоящим. Но на все это есть простой ответ. Даже если в бочке варенья всего одна ложка известного дерьма, собственно, перед вами в лучшем случае дерьмовое варенье. Включение песни «Инстасамки» в великую музыку Россини не художественный прорыв, это пошлость и глупость с претензией. Зачем? Непонятно». В афише Башкирского государственного театра оперы и балета информация о повторных показах «Сивильского цирюльника» по версии Широкого на данный момент отсутствует. Вот такие вот споры вокруг, собственно, этой постановки. И лично для меня есть такой нюанс в виде того, что вообще постановки театра оперы и балета давно не обсуждались, уфимского, по крайней мере. И в этом контексте, почему нет, собственно? Вот, наконец-то, какой-то интерес появился. Кому-то, может быть, это покажется действительно актуальным и интересным. Лично я с Екатериной в чем точно не соглашусь, это в том, что песня «Инстасамки» должна привести молодежь. Я думаю, что молодежь «Инстасамку» давно уже не слушает, и, собственно, вряд ли можно такой адаптацией наших прекрасных зумеров в постановку привести, но вот, тем не менее, режиссеру так или иначе показалось, что это уместно. Почему нет, кстати? Кстати, почему нет? Во-первых, восприятие оперы по принципу, вот как у Чехова было, дорогой многоуважаемый шкаф, то есть это то, на что надо смотреть вот с видом кота, сидящего на лотке, то есть обязательно это то, что я называю серьезный щизм. Вот серьезный щизм – это
Вот в отношении каких-то опер, наверное, да. Вот если бы это была бы опера Борис Годунов, то представить себе там инстасамку, хотя, наверное, можно, но вот эта опера «Россини. Сивильский цирюльник», она опера буфонада. То есть она сама по себе задумывалась как комическая. Это первое. Второе, ну, как в любой такой относительно комической опере, вот этот вот то есть она для своего времени не строилась как серьезный. То есть вот приходите смотреть серьезными вещами, Да. вот таким напряженным э, выражением лица, это не очень, ну, как сказать, ну, это странно. Это примерно то же самое, как, там, не знаю, какую-нибудь комедию Бомарше приходить и вот смотреть ее вот с таким драматическим видом, как будто вот пришел на что-то такое. Вот. А во-вторых, инстасамка это, конечно, не актуально для зумеров, потому что для зумеров, по-моему, актуально что-нибудь годов из 70-х, из 60-х, и чем старше это, чем древнее это, тем им больше нравится. Вот это такая особенность зумеров. Они в этом плане очень похожи на хипстеров вот, периода, когда я был в возрасте, ну, ближе к нынешним зумерам. И плюс ко всему, инстасамка – это вообще хорошо, потому что вот это конкретное ее произведение, так сказать, искусства, оно замечательно чем? Что оно вообще заменяет все. Вот, то есть оно заменяет... Вот это вся повестка России с 2022 года вот в одной песне, как говорится. То есть там же концепт такой творческий, креативный, что что-то нет, но за деньги да. Вот. То есть хочется идти на войну? Вообще говоря, нет, но за деньги да. А хочется что-либо вообще делать? Нет, но за деньги да. Можно ли что-то делать? Ну вот, например, не знаю, воровать или там присваивать, отнимать собственность или еще. Вообще нет, но за деньги да. И вот за деньги да, это, во-первых, концепция российского государства, к счастью или к сожалению, нравится это кому-то или нет, но это концепция нового общественного договора, поэтому я с большим пиететом отношусь к этому произведению искусства. Абсолютно будет не лишним сказать, что вот именно произведение искусства, его, в принципе, можно вместо гимна Российской Федерации включать. То есть они могут в парламенте вставать, ну вот не с унылыми мордами, типа «Славься, страна, мы гордимся тобой», а вот встать и под то актуальное творчество, которое реально отражает их взгляды, их настроение и, что самое главное, их жизненные принципы. Поэтому я двумя руками за инстасамку в «Сивильском цирюльнике». Мне кажется, сам автор, сам композитор был бы, сказал бы, что лучше не придумаешь. Не Ну, понимая чужого снобизма. давайте как минимум еще добавим, что песня «За деньги да» заканчивается текстом про «мне муж купил», добавляя еще больше актуальности к этому произведению. Вообще, слушайте, адаптация искусства, так или иначе, она может быть удачной, может быть неудачной, как мне кажется. Конечно, нормальный постановщик, нормальный режиссер, он не ставит мертвое, так скажем. То есть, конечно, как и в кино, например, любой нормальный режиссер ставит перед собой, там, не знаю, книгу по произведению, по литературному, он ее так или иначе под себя как-то изменяет, и это становится его продукт. Вот, что важно, это как, например, с той же «Мастер и Маргарита», да, тот сериал, который на «Россия-1», тогда телеканале РТР, мы все, 20 лет назад смотрели, он был абсолютно мертвый, как мне кажется, просто по причине того, что это была адаптация, вот слово в слово, произведение Булгакова, а, собственно, тот фильм, от которого все были в восторге после начала войны вышедший, это была такая очень вольная интерпретация, и это произведение как раз-таки режиссера. Но, собственно, у каждого свое по этому мнению. Может быть, взгляд, вернусь к комментариям, что у нас тут люди ссорятся между собой по поводу мира в Украине. Кто-то пишет, верится с трудом, кто-то говорит, что вот, мол, Бавовна пишет, вы живете 25 лет при Путине и до сих пор не поняли, что Путину мир
не нужен. Ну, окей. Так, продолжают пока что привыкать к Ибрагиму и спрашивают, какое отношение он имеет к Башкортостану. Он, собственно, в Башкортостане, он из Уфы, поэтому самое прямое, точно такой же, как и я. Несмотря на то, что он, собственно, не является башкиром, на что, может быть, у некоторых национально настроенных граждан будет некое разочарование, где же и когда же. Я совершенно не против и обсуждал в свое время с Илюзой ее появление в эфирах, но пока что та гостья, которая вам так как-то в эфире понравилась, она не спешит у нас появиться. Так, что у тебя, Ибрагим, по новостям, если что-то интересное, что ты отметил за вчера? Я вижу, тут какие-то новости твои есть. Да, я выписал то, что мне более-менее показалось таким интересным. Ух ты, мы сколько всего переписали в Google Docs. Да. Впереди Новый год. Вот через 2 недели, через 2 недели наступит 2026 год. А чем встречает нас 2026 год? Правильно, ростом тарифов во всем и вся. И начнется это с ростом тарифов на вывоз мусора, который составит от 1 до 9%. Далее у нас услуги интернета подорожают, вообще коммунальные услуги подорожают практически везде. Но больше всего индексируются цены на ЖКХ, насколько мне известно, с лета, то есть с июня. Но часть платежей, по всей видимости, будет увеличена с самого начала года. Это, пожалуй, самое неприятное, что цены растут и будут расти. И, кстати говоря, я удивился, я не зря выделил, что Уфанет повышает тарифы, потому что я удивился тому, какой в Уфе дешевый и классный интернет. Ну, по сравнению, опять же, с другими местами. Сталкиваясь как бы с разными провайдерами, первое, почему я начинаю скучать каждый день, это Уфанет, Уфанет и Уфанет. Поскольку я в этом смысле такой... Мой первый, уфанетовский договор. Вот ты помнишь, когда у тебя появился Уфанет? У меня он появился в 2005 году. В 2007, наверное, 2007 где-то год. Да. Да. Вот. И я каждый раз, сталкиваясь с местными провайдерами, неважно, в Сербии это, или в Казахстане, или еще где-то, или даже в других российских регионах, я сталкиваюсь с тем, что они дороже и хуже. Вот. Ну вот и Уфанет в этом плане догоняет, поскольку он увеличивает стоимость своих услуг. Вот. И тут пишут, в чате, что Уфанет уже не тот. Ну, может быть, он уже и не тот, но по сравнению с очень много какими провайдерами в соседних регионах, очень даже тот. Вот. Что прекрасно в Башкирии, так это интернет. Ну, так или иначе, конечно, на интернет жалоб у нас много в последнее время в России. А если говорить про европейские цены, ну, я заплатил в прошлом месяце за Vodafone где-то в районе 55 евро, включая пени в несколько евро за один день просрочки платежа. Вот. И эти несколько евро пени, они, собственно, и являются, насколько я понимаю, плюс-минус стоимостью месячной подписки на Ufanet. Поэтому есть такое. Это Да. было в России, это было давно. 600 рублей, по-моему, вот этот базовый уфанетовский тариф стоил. А тут, получается, в рубли переводя, это сколько? Чуть меньше 5000 рублей в месяц, за интернет. Ну, так или иначе, по поводу роста всяких прочих тарифов и
Всего у нас в чате есть прекрасный Вадим Беляков, который гораздо лучше меня об этом разбирается. Но то, что я вспомнил, это то, что у нас, собственно, взнос на капитальный ремонт, да, увеличится более чем на 60%. Это у меня за последнее время отложилось. Ну и вообще, конечно, понятное дело, есть такая тенденция, что растут цены, кто бы сомневался. Так, а вот, кстати, стоимость контрактов у нас падает. Вот не так давно в Башкортостане тоже контрактникам теперь сообщили, что получать они будут меньше, а А, платить, видите, больше. а у них подъемные, точнее, у нас подъемные в Башкирии они какие? Я просто никогда этим не интересовался, как не приходила мысль поехать на войну. Вот. Но я с ужасом заметил одну вещь, это вот в этой статистике медиазоны, я просто слежу за вот этим поименным списком медиазоны, статистикой потерь медиазоны. Там с первых дней Башкирия в одном из первых мест по количеству убитых на войне. Это, конечно, ужасает. Я подумал, неужели Башкирии такие огромные подъемные, не знаю, сопоставимые с Москвой или еще с какой-нибудь Белгородской области, где эти подъемные гигантские. Но на тот момент нет. А сейчас вот Ну, сколько так, хватит. последнее сообщение было следующее. Это 5 декабря мы писали, что в Башкортостане уменьшены единовременные выплаты по указу Ради Фаридовича. Размер выплаты сокращен вдвое с миллиона до 500 тысяч рублей. Аналогичная выплата, предоставляемая администрацией Уфы, снижена с 600 тысяч до 100 тысяч рублей. То бишь там было условно 2 с чем-то, а теперь у нас, собственно, меньше миллиона, я так понял, получать будут. Вообще, да, действительно, мы просто свой подсчет тоже ведем отдельно. У нас больше 8 тысяч фамилий, и ситуация страшная. Действительно, мы на первом месте и по спискам и Дель Реали, и Медиазон, и везде Башкортостан на первых местах. Вот. С чем это связано? Ну, наверное, в том числе с тем, что у нас, конечно, в отличие от Москвы и Московской области, больше населения нуждаются в деньгах. Вот. Не думаю, что это обусловлено большим каким-то патриотизмом, по крайней мере, на том спасибо. Так, что у Нет, нас? ну, Женя, простите, это не отвечает на главный вопрос, на самом деле. Ну, я так понимаю, что это такая большая загадка, может быть, кто-то это объяснит, и, наверное, есть смысл, как сказать, спросить у каких-нибудь экспертов, просто потому, что, ну, допустим, в Москве там самые высокие выплаты, ну, насколько мне известно, и это аккумулирует автоматически большое количество людей из соседних регионов. Ну, условно говоря, там житель какой-нибудь Тульской области или житель какой-нибудь ближайшей Рязанской области, у него точно нет там таких высоких выплат за контракты. Естественно, он будет стекаться в Москву и там заключать этот контракт. Да. И их численное количество заключивших контракт должно быть сильно больше. С другой стороны, если мы берем вот открытый точнее, поименованный список медиазоны, то, наверное, они указывают там все-таки, так скажем, ну, не место рождения, а откуда человек приехал, а не где он заключил контракт. То есть вот тут не совсем понятно. Поэтому, может быть, вот эта статистика из-за этого перекошена, потому что в Башкирии, в Башкортостане, как меня поправили в чате, в соседние регионы не ездят заключать контракты. В общем, сложно понять, почему это так, но это, к сожалению, так. Ну, так или иначе, у нас националисты в том числе это связывают с чуть ли не геноцидом населения в национальных республиках. Тут я ничего точно не могу сказать, но давайте вопрос, Ибрагим, как вы относитесь к Габасову, мы оставим чуть на попозже, потому что за полчаса мы обсудили ни много ни мало 2 новости, а это можно оставить на время, когда у нас в конце эфира время останется, собственно.
Вот, обсудили то, что у нас контрактникам платят меньше, выплаты по ЖКХ и прочим капремонтам больше. А тем временем Башкортостан официально занял почетное 65-е место в рейтинге регионов по доходам населения. Башкортостан занял данное почетное место по мнению РИА Рейтинг. Соотношение среднедушевых доходов жителей республики и фиксированного набора потребительских товаров и услуг составило 2,10. По данным рейтинга в третьем квартале 2025 года среднедушевые доходы населения Башкортостана выросли на 3% с аналогичным периодом 2024 и достигли 49 200 рублей в месяц. Лидером рейтинга стало, понятное дело, Ямал-Ненецкий округ, где соотношение доходов и набора этого самого составили почти 6, а средние душевые доходы почти 172 тысячи рублей. Последнее место, к которому Башкортостан, по всей видимости, стремится, стала Ингушетия с показателем 1,2 и доходами, 27 тысяч рублей. Вот. Можно порадоваться за наших властей. Мы смогли войти в топ-70 регионов и, собственно, вошли аж на 65-м месте. Какой-то кошмар, конечно, потому что Башкортостан как-то не воспринимался мною никогда как настолько большой аутсайдер относительно своих, в том числе соседям, по доходам населения. Но вот такие факты приводят ни много ни мало целый РИА-рейтинг. Но, кстати, у этого есть некоторое объяснение. Это объяснение вполне понятно. Дело в том, что долгое время Башкортостан, во всяком случае до прихода Хабирова, это был регион с очень небольшой долговой нагрузкой. И какие-то годы он даже был регионом-донором в системе федерального бюджета, а не регионом-реципиентом. Но так или иначе, с приходом Радия Хабирова он начал наращивать свою долговую нагрузку, а как и все, что связано с долговой нагрузкой в России, это очень тесно связано с ключевой ставкой. Вот. И так уж не повезло, что долги к моменту начала резкого взлета ключевой ставки, то есть к 2022 году, долговая нагрузка была уже достаточно большая. И, соответственно, проценты по долгу с ростом ключевой ставки, они увеличились для предприятий Башкортостана. И что это означает на практике? На практике это означает, что непрерывный будет рост тарифов, как с предприятиями по вывозу мусора, ЖКХ и так далее, что автоматически будет приводить к трансмиссии инфляции. И этот рост внутрирегиональной, так скажем, инфляции, которая связана с повышенным ростом тарифов, он будет в среднем обгонять чуть инфляцию в тех регионах, в которых нет такой большой долговой нагрузки. Как-то так. Можно считать, что не повезло, что накапливать большие долги в тот момент, когда резко повышается ключевая ставка, это не очень хорошо. Но это объяснимо. Так или иначе, зато какое количество миллионеров за последние годы в Башкортостане появилось. Это и самих контрактников касается, и их семей. Не получилось занять место повыше в рейтинге. Но видите, у этого есть рациональные причины. Так, что у нас по комментариям? Не вижу тут ничего особо интересного. Шульман считает, что снижение выплаты за подписание контракта в Башкортостане связано с дефицитом местных бюджетов. Вполне себе логично. Так, что у нас еще интересного есть? Одну секунду.
Ну, собственно, понятное дело, да. А Генпрокуратура России через суд требует изъять его сужденного вице-премьера Башкортостана Алана Марзаева имущество на сотни миллионов рублей. Вот такой нескромный у нас был чиновник. Генпрокуратура обратилась в Мещанский районный суд Москвы с иском об изъятии в доход государства имущества бывшего вице-премьера Алана Марзаева. Ленинский суд признал Марзаева виновным и ранее приговорил его аж к 13 годам колонии и штраф в 561 миллион рублей и за взятки в 37 миллионов. Так, дальше у нас тут много рассуждений на Идеале по поводу разумности этого обвинения. Так, мне очень интересно, есть ли тут что-то по поводу его имущества. Он же обещался контракт заключить или пытался контракт заключить. Насчет Марзаева не помню такого, чтобы он контракт говорил. Нет, я читал, я почему запомнил, потому что он самый вообще улыбчивый осужденный коррупционер в России, потому что у них никогда не бывает таких светящихся красивых лиц, а вот у Алана Марзаева он прям светился, прям искрился счастьем, не знаю, может быть, по какому-то своему поводу, и обещался заключить контракт и отправиться на СВО. Ну, так получается, что вот он до СВО и не доехал. Я на секунду прерву, буквально перечислив, собственно, нашел я, что пишут ведомости. В требованиях надзорного органа указан комплекс зданий в Верхнем Феогдоне и квартира во Владикавказе, Северная Осетия, дом в Кисловодске на 900 квадратных метров. Кроме того, экс-чиновника просят изъять дачу в Кармаскалинском районе, квартиру в Москве и автопарк премиум-класса. Вот так вот. Так, а еще что? А еще источник ведомостей сообщил, что в иске Генпрокуратуры речь идет всего о конфискации 13 зданий в Северной Осетии, где родился Алан, в частности, в родном для него Ардонском районе. Много раз мне приходилось говорить про Алана Марзаева. Человек, конечно, вспыльчивый был, но так как я работал на РБК Уфа, то я неоднократно был свидетелем того, что некогда снимал Коппола, если я ничего не путаю, я про фильм «Крестный отец», потому что Андрей Геннадьевич говорил исключительно шепотом, с вот этими прилизанными назад волосами. Рядом по правую руку сидел Марзаев, такой крупный мужчина, напоминающий мне тоже одного из персонажей, я забыл его имя, но он такой вот вышибала был рядом. И собственно, для меня это было таким откровением. Конечно, а потом я увидел клип Андрея Геннадьевича, собственно, на музыку из «Крестного отца», и у меня наконец-то стало все на свои места. Вы что-то просили, но делали это без уважения, да? Вы даже не называли его крестным. Да. Я помню какую-то оперативку, Андрей Геннадьевич сидит напротив московских чиновников по строительству, и это отдельно был, конечно, мастер-класс, потому как, собственно, по-моему, замминистр строительства России приезжает в Башкортостан, цель развести его на 11 миллиардов рублей на всякие разные проекты. По ходу дела кажется, что даст он не больше 9, но Андрей Геннадьевич проявляет все мастерство и разводит его аж на 13. Гениальная абсолютно работа. И между делом во время всяких этих коммуникаций была такая встреча, часть я ее посетил, где кто-то из чиновников там что-то где-то у него по проектам были некоторые трудности, то есть там деньги выделены, а что-то было не сделано, и Андрей Геннадьевич поднимает его и говорит: скажи мне, пожалуйста, почему ничего не сделано? И рядом сидит Марзаев, это было так красиво. Вообще, Алан, конечно, для меня запомнился в том числе тем, что пока Андрей Геннадьевич, собственно, решал всякие вопросы касательно республики, зачастую Алан стоял рядом с красивыми девушками, и некоторым из них что-то писал в WhatsApp. И улыбался.
и очень широко улыбался, точно так же, как вот Ибрагим был свидетелем и, собственно, в суде, будучи заключенным, мало чем отличается. Вот такой вот персонаж, ладно? Вот. И как после этого можно на инстасамку обижаться, а? Вот я, слушайте, ну это же они же действительно живут по инстасамке, как бы. Они много 70-е годы жили по Марксу, Энгельсу и Ленину, а сейчас они живут по инстасамке. Вот инстасамка – это просто Карл Маркс сегодня. Вот главная идеологема их. Так, что у нас в комментариях? Господи, Шульман любит свою РФ. Не хочет, чтобы народы жили отдельно. Я ни разу не слышал, чтобы эксперт Екатерина Михайловна Шульман вообще высказывал какие-то свои хотелки вроде «я хочу». Вот. Я хочу, чтобы лето не кончалось. Вот ни разу не слышал. Екатерина Михайловна недавно приходилось встречаться и организовывать мероприятия в Дрездене, где я живу. Екатерина Михайловна своих каких-то взглядов особо не высказывает. Она высказывает ту реальность, которую она видит, и как ученый, собственно, анализирует. Так, собственно, понял. Я спрашиваю Ибрагима, где он проживает. Не в Уфе ли? Ну, понятное дело, не в Уфе, а где Ибрагим, скажет ли он сам. Я написал в чате, я живу в Сербии, вот, в чудесном городе Нови Сад. Это на границе с Венгрией, поэтому, да, можно сказать, что я нахожусь в Европе. Вот уже 1,5 года, как я покинул Россию. Какой вы, Ибрагим, юный иммигрант. Мы-то уже все по 2-3 года, по 2,5. А я до последнего сидел. Вот надо сказать, что если бы даже меня вытаскивала бы прокуратура, я бы за дверной косяк бы держался бы 2 руками. Вот, поэтому нет. Меня как таракана сложно вытравить с родных мест. Я в этом смысле очень оседлый человек. Понятно. Так, крупного мужчину из «Крестного отца» звали Лука Брази. Я там помню, что у него в том числе было прозвище. Вот что это за прозвище, уже не вспомню. Да и как бы фильм «Крестный отец» у меня потихоньку из головы выветривается. Так, что у нас еще интересного есть? Главное, чтобы образ Андрея Назарова у вас из головы. Да, действительно. Андрей Геннадьевич. Это правда. Я еще помню на РБК Уфа некую Марина Бутина или Мария Бутина. Я вот сейчас не вспомню. Мария Бутина. Мария Бутина. Это наша чуть ли не шпионка российская, которая знаменита была своими странными высказываниями, криками в колонии у Алексея Анатольевича Навального, вот, и рассказами про то, что живет он там шикарно, гораздо лучше, чем она в свое время в американской тюрьме. Она как-то приезжала на РБК Уфа что-то записать, уже идет война, и я не могу поверить своим глазам до последнего, потому что, не может такого быть. Вот, а потом ты не понимаешь, что делать, потому что вроде как первым моим желанием было взять клавиатуру и пойти биться с Бутиной за правду и справедливость, но вроде как подумал, что оставим это. Все-таки не Владимир Путин пришел. Она не шпионка, она выполняла те самые функции иностранного агента только по закону ФАРа. Но смысл в том, что она занималась незаконным лоббизмом. Вот, то есть незаконным лоббизмом в интересах, естественно, России, и за это получила срок. Вот. Так или иначе, по факту про нее читаю, я все чаще слышал про какие-то, собственно, сексуальные похождения с престарелыми американцами. Больше ничего я не запомнил из этого текста. Это называется лоббизм. Так спасибо, вот. Теперь я буду знать. Надо больше изучать инстасамку. Вот это тоже за деньги, да. Так, что у нас еще здесь происходит? С вчерашнего дня у нас забастовка таксистов Яндекса случилась. Или как? Ну-ка, дайте-ка я прочту. В городах России участники обещают устроить протест, то бишь еще не было, и не выходить на работу, как
проверил телеканал ЮТВ, проехать сегодня утром, то бишь вчера, про 15 речь идет, утром всего одну остановку от фирмы «Мир» до улицы Галя стоит 400 рублей. Цены по другим направлениям стали выше в среднем на 100-500 рублей. Основные требования бастующих таксистов заключаются в повышении минимальной стоимости заказа, снижении комиссии, либо пересмотр программы лояльности и доступе к точке Б без дополнительной платы за это. Вот Екатерина Михайловна периодически вот что она говорит и вызывает некоторое недовольство. Это про не у меня, а у тех, кто в России, собственно, живет. Это про то, что никакой протестной активности в России нет и быть не может особо. И людям в целом скорее человек желает вести себя потише, а нет, вот вполне себе, видите, и забастовки проходят, и вполне какой-то, так скажем, протестная активность в той или иной мере тоже происходит. Вот, если без иронии, то цены на такси, конечно, я так понял, стремительно растут с начала 2022 года. То, что Ибрагим, наверное, лучше меня знаешь насколько, но это ни в коем разе рядом не стоит с теми ценами, которые на такси есть в моем городе Дрезден, где любая практически поездка стоит 40-50 евро. И это при том, что Дрезден находится в 1,5 часах езды от Праги, где такси стоит 5-7 евро. Разницу можно назвать в том, что у нас, как и во многих городах Германии, никакого Uber нету. И там есть какой-то свой, видимо, монополист, который вот цены такие какие-то устанавливает в связи, может быть, с профсоюзами или чем-то еще подобным, но, тем не менее, факт остается фактом. Нет, ну, скорее всего, у вас есть какие-то базовые ставки такси, и у вас расчеты такси идут по принципу вот базовая ставка, а дальше идет как бы по счетчику там и система тарифов там с утра до полудня столько-то, с полудня там до вечера столько-то и так далее. В России российская экономика, она все-таки в этом смысле гораздо более рыночная, чем в Германии. То есть баланс спроса и предложения. И, соответственно, цены на такси падают просто по причине того, что меньше спроса. Люди меньше ездят на такси, соответственно, чтобы привлечь, как бы, чтобы кривая спроса и предложения нашла свой новый оптимум, тарифы падают. То есть дело даже не столько в компании Яндекс. Другое дело, что действительно комиссии, наверное, они могли бы и снизить, но эта идея забастовки таксистов, она выглядит немножко наивно, как мне кажется. То есть я не вижу в этом большой перспективы, просто по причине того, что если большое количество водителей уходит с линии, то, соответственно, цены на такси растут. И это создает соблазн у каждого конкретного водителя такси выступить штрейхбрейкером. То есть сама система. Ну, как-то, как сказать, навряд ли это возымеет, к сожалению. Тем более, что я отношусь к любым водителям, к любым желающим дополнительно подзаработать с большим сочувствием, поскольку я тоже какое-то время, не несколько лет, но некоторое время я подрабатывал в такси. Это очень хорошее подспорье. Вот. Но, к сожалению, мне кажется, у этого не будет каких-то вот таких перспектив, и ничего из этого, как мне кажется, не получится. И даже власть отнесется с гораздо большей лояльностью по отношению к Яндексу, чем по отношению к Яндексу водителям. И что касается протестной активности, то она возможна в России, но не политическая. То есть по любому экономическому поводу, будь это свалка где-то, которую можно закрыть только при помощи Владимира Путина, будь это Шихан, разработку которого можно закрыть только при помощи Радия Фаритовича. Но по-другому же
невозможно разобраться. Вот такие протесты возможны. То есть протесты, не имеющие политической основы. Вот выйти и сказать, хорош убивать людей, вот это нельзя. Это неприлично. Ну да. А выйти и сказать, слушайте, закройте свалку, воняет, вот это вполне легитимно. И сама власть относится к этому лояльно. То есть главное в протесте, что? Чтобы он был аполитичным. И тогда власть даже может идти на уступки. Ну, так или иначе, да, есть и такое. Вот. Хотя, наверное, можно сказать, что на Куштау у нас был экологический, тогда уж протест, наверное, а не политический, но так или иначе люди тоже пострадали от этого немало. Всяко разно. Так, что у нас в комментариях? Ту-ту-ту. Никогда еще Мата Хари... тот редкий случай, когда Мата Хари очень страшненько. Вот тут не хочется, конечно, уходить в какое-то оценивание. Лукизм. Да, в лукизм, потому что, потом прилетит мне. Мне кажется, что Мата Хари сама была таким на любителя девушкой. Вот, Мария Бутина. Все-таки ушли в лукизм. Конечно, конечно. Ну, я в 6 утра, извините, может быть всякое. Так. Уважаю Ибрагима, его друга Радзиховского, как он, очень его не хватает. Интересный гость, спасибо большое. Ну вот, я говорю, может быть, как ведущий в 6 утра я не самый толковый, но, по крайней мере, как агент, как скаут, это я с удовольствием всегда рад. Очень мне тоже приятно, что вам понравилось, как и мне, собственно, все это действие сегодня показалось интересным. Что у нас еще по новостям есть? Я думаю, по крайней мере, хоть одну новость мы обсудить можем. Так. Так, вот вижу я одну из таких очевидных, очень интересных новостей. Башкортостан занял первое место в ПФО в экологическом рейтинге за 2025 год. Башкортостан стал лидером. Так, что у нас Приволжского округа получается. Итоги опубликовал председатель Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин. Республика вошла в группу регионов с результатом 12-14 баллов. О чем это говорит? Ни о чем там не говорит. При формировании рейтинга учитывались показатели выполнения нацпроектов, состояние системы обращения с отходами, а также оценки жителей и экспертов. Не мог я пройти мимо и не написать о том, что в Уфе при этом в 2025 году неоднократно фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций опасных химических веществ в атмосферном воздухе. Так, по данным Башгидрометров, в ноябре на контрольных пунктах на улице Ульяновых и проспекте Октября регистрировалось превышение по изопропилбензолу до 3,5 ПДК, собственно, а также по сероводороду. Повышенные показатели сохранялись несколько дней подряд, а в декабре у нас аналогичный случай произошел в Черниковке. Там было превышение концентрации этилбензола в 3,5 тоже раза. Вот такие у нас лидеры экологического рейтинга. Но главное же в этом рейтинге в том, что выполнялись бы, собственно, нацпроекты, а все вот эти превышения, они обычно говорят, что так или иначе Башкортостан в зону риска не входит и особого внимания к этому не уделяется почему-то, несмотря на все огромные превышения. И, собственно, я пишу об этом, наверное, раз в 2-3 недели точно. Не могу я также пройти мимо того, что, ребят, у меня иногда ощущение, что я в фан-клубе Руслана Габасова веду эфир, потому что еще люди пишут, мол, Ибрагим обязан прокомментировать, уважает он Руслана Габасова или не уважает. Вот какое у него к нему отношение. Ибрагим, прошу. Меня... Нету какого-то к нему оформленного сформировавшегося отношения. Я всего лишь сталкивался один раз
в жизни с ним, это было какое-то выступление именно гостя цеха, то есть, в смысле, с лекции вот, публичной. Там был Руслан Габасов, и он даже вроде как какой-то вопрос задал. Вот я уже даже не помню. По-моему, если, опять же, могу наврать, но вроде как это было выступление Станислава Белковского. И оно выглядело как вот такая подпольная маевка года 1907-го. Она называлась «Федерализм в России», где Станислав Белковский, по-моему, Максим Курников это организовывал в Уфе, рассуждал о теоретическом там сепаратизме, или распаде, или назвал он это федерализация, понятно почему, потому что назвать это сепаратизм в России – это верный путь к тому, чтобы привлечь на эту лекцию очень много народу, прежде всего из правоохранительных органов. И я вот это первый единственный раз, когда я с ним сталкивался, естественно, никакого мнения по этому поводу я сформировать как-то не смог, но дело ведь в том, что вообще любой активист, неважно на какой линии политического спектра он находится, это человек с какими-то убеждениями. Эти убеждения могут быть близки одним, очень не близки другим. Для меня, в принципе, взгляды националистические не близки, даже если они умеренны. Я не склонен их демонизировать и не склонен юродствовать по этому поводу, что, мол, вот каждый националист – это вот фашист, это реакционер, это махровый там черносотенец и прочее. Нет, я отнюдь так не думаю, но, в общем-то, мне это как-то и не близко. Вот. Но я к этому отношусь терпимо. В общем, пока это не переходит в стадию такой системы экстремистских взглядов, экстремистских и крайних взглядов. Все, что не крайнее, оно имеет место быть, оно имеет право на существование, ничего там плохого нет. И в конце концов, мы и наши взгляды созданы не для того, чтобы же кому-то нравиться, а для того, чтобы как-то представлять себе какую-то картину мира. Вот. И у этого человека такая картина мира. У меня может быть другая. И ничего в этом плохого нет. Наконец-то я, собственно, опять же, скаут аспектов, добился того, что мы стали настоящим либеральным СМИ, когда два по национальности еврея обсуждают, надо ли отсоединяться Башкортостану от России. Это прекрасно. Собственно, у меня просто часто спрашивают, и, собственно, мне несколько раз предлагали даже дебаты с Габасовым, просто есть своя история в виде того, что у него я вызывал одно время большие эмоции, огромное количество публикаций в его телеграм-канале. Так, собственно, у нас тут есть одна история, но 2 минуты осталось, и я думаю, что в другой раз это можно обсудить. Я хотел как раз подвести к одному из постов Руслана, довольно любопытных. Вот, дорогие подписчики, давайте я сегодня отвлекся, попытался резко ожить и проснуться, несмотря на те 2:50, сколько мне сегодня уготовано было поспать. Пытаться как-то влезть в эфир, чтобы все было более-менее интересно. Я вас очень прошу поставить везде лайки, везде подписаться и нас всячески поддерживать, потому что это единственная валюта, которой наш канал располагает. Ни о каком заработке речь давно уже не идет. Вот. И, собственно, хотелось бы, чтобы, по крайней мере, как можно большее количество людей посмотрели, в том числе этот эфир. Давайте попробуем как-то, может быть, порадовать Ибрагима цифрами, чтобы он в следующий раз тоже с удовольствием к нам пришел. Я так предполагаю, что разговаривать я с ним буду по поводу четверга. Так что если интересно, то потихоньку можно на эту дату, наконец, вторую половину недели настраиваться. Собственно, всем спасибо. Ибрагим, тебе спасибо.
Спасибо, что позвали. Давайте пока-пока, дорогие друзья.